Ассаламу алейкум, друзья! Сегодня я продолжаю цикл видео популярно об уйгурах. И сегодня я постараюсь лаконично рассказать о процессах, которые происходили после захвата Китаем Республики Восточный Туркестан. Сразу, буквально через год после того, как Китай захватил Восточный Туркестан, Конституция Китая была видоизменена, были убраны пункты об широкой автономии уйгурского народа в Восточном Туркестане, и, соответственно, удалены пункты, такие как, допустим, право народа на самоопределение. Как вы понимаете, еще в советские времена нам в школах преподавали и говорили, что политика партии такова, что она создает, в общем-то, единую общность, советский народ. То есть без национальности, а все будут просто советские люди. Да? Ну, вот эта идеология, она применялась также и Китаем. То есть Китай для себя поставил цель стереть любую национальную идентичность у других народов и всех превратить в китайцев. Но в силу того, что уйгуры по культуре, языку, традициям абсолютно другие, конечно же, уйгуры не могли воспринять вот такую политику китайских властей и, конечно же, всячески как могли сопротивлялись. Вот, но тем не менее, как вы понимаете, у любого государства, особенно у авторитарного, двойные стандарты. То есть там, где они не могут, скажем, диктовать свои условия, или то есть зависят от других государств, скажем, да, там, допустим, тот же самый Гонконг, да, то есть они пошли на создание условий, что заявляют, что одна страна, две системы, да. Вот. А после того, как они Гонконг получили под себя, соответственно, потом уже говорить о двух системах не приходится, да. То есть Китай полностью уже подавил в Гонконге любые свободы, да. То есть, и, скажем так, Китай есть Китай. То же самое они хотели сделать в отношении Тайваня. Вот. То есть получить любые обязательства, договоренности или еще что-то, а потом как бы уже проводить свою политику. Вот. С уйгурами не так, с тибетцами не так, с монголами, внутренней Монголии не так. То есть там они имеют полную власть, соответственно, они диктуют свои правила, и им абсолютно плевать на права и свободы других народов. Конечно же, в связи с этим они стали проводить политику ассимиляции, то есть она была в те времена не насильственного характера, да, условно говоря, то есть не физического насилия, а, скажем так, политика типа мягкой силы, да, что подразумевалось. То есть брали просто, допустим, в госучреждениях, вот, нельзя, кроме китайского языка, ни на каком другом, да. Хотя, если, допустим, взять по европейским стандартам, да, там по конвенции о правах приграничных народов, да, то там, где народы проживают компактно, они могут вести делопроизводство, даже государственные учреждения могут вести делопроизводство на языке того народа, который проживает там компактно. Как вы понимаете, в Советском Союзе ни в одной республике нигде нельзя было вести делопроизводство на своем языке. Нужно было вести все делопроизводство на русском языке. Аналогично в Китае. Далее, как вы понимаете, ограничение языка, оно касалось не только госучреждений, это и касалось высших учебных заведений, где преподавание шло только на китайском языке. Далее пошла уже в ход тяжелая артиллерия, и стали стерилизовать женщин, то есть подвергали их стерилизации, когда женщина родила, допустим, первого ребенка,
Соответственно, после этого ей перерезали трубы, чтобы она не была способна к дальнейшему деторождению. Создавались различные механизмы для того, чтобы побудить молодежь создавать браки с китайцами, да, то есть уйгурка выходит замуж за китайца, уйгур женится на китаянке, соответственно, смешанные семьи, дальше дети, уже они себя отождествляют больше с китайцами, нежели с другим каким-то народом, и, соответственно, происходит опять же ассимиляция. Вот, и, конечно же, вот эта вот политика давления, дальше еще злую шутку сыграла то, что на 20-м съезде Коммунистической партии Советского Союза Хрущев объявил о культе личности Сталина, а Сталина вообще безмерно любили и уважали в Китае, потому что считали, что если бы не Сталин, если бы не была проведена вот эта вот военная операция против Японии, то Китай оставался бы под игом японцев, да, вот, и, как я говорил до этого где-то, что, в принципе, даже вот Советский Союз, он захватил Китай, то есть, когда шла война с Японией, советские танки находились уже под Пекином, они видели их просто в бинокль, так вот, если подумать, да, вот, и Сталину ничего не стоило, допустим, объявить Китай, да, там союзной республикой какой-то там, или подчинить его. Ну, вот появился Мао Цзэдун, соответственно, власть была передана коммунистическому режиму в Китае, Мао Цзэдуна, вот. И, как вы понимаете, таким образом, в общем-то, вот эта вот политика, которую проводил Сталин, она была принята полностью Мао Цзэдуном, и Мао Цзэдун считал своим учителем, Сталина своим учителем. Вот, и когда против Сталина в Советском Союзе пошли вот такие вот, скажем, действия, да, по развенчанию его культа личности, Мао Цзэдун, он отвернулся от Советского Союза, повел свою политику. Вот, в то время Советский Союз полностью экономически обеспечивал Китай, то есть строил предприятия, там, железные дороги, там, обучал специалистов, туда же направлял советских специалистов, военных специалистов, то есть все очень много в самом Китае в то время развивалось благодаря Советскому Союзу. Но как только эти отношения охлаждели, то есть все эти специалисты были отозваны. И тогда получается, что Китаю нужно было проводить какую-то свою политику, то есть надо было что-то развивать, что-то делать. И вот они объявили свою там культурную революцию. Культурная революция предполагала и промышленное как бы обновление, там еще что-то, еще что-то. Ну и в том числе, конечно же, они как атеисты, да, отрицающие любую религию, они уничтожали и, скажем, любые религиозные там учения, книги, преследовали деятелей, то есть это не только мусульманские, и буддийские, там еще какие-то. Вот, и, конечно же, уйгуры, достаточно религиозные в Восточном Туркестане, они тоже оказались вот под этим преследованием. Соответственно, оказавшись вот по таким вот прессингам в Китае, уйгуры получали информацию о Советском Союзе в самых радужных тонах, что там чуть ли не райские условия для жизни. И очень многие стремились сюда уйти. Уходили и официально, получая документы от советского посольства. И есть очень многие, которые переселялись, скажем, так, как могли. То есть нелегальными способами, да, скажем так. Вот. Нарушая государственную границу Советского Союза. Вот. И таким образом этих людей принимали, а потом их, скажем, распределяли уже по различным регионам. И распределение по различным регионам шло, соответственно, по каким-то определенным квотам, да, и государство этим
там, колхозам, там, совхозам, предприятиям, которые готовы были принять уйгуров, беженцев из Китая, они получали за это оплату от государства. То есть они получали за это хорошие деньги. И, в общем-то, эти колхозы, они, получая деньги, они должны были обеспечивать и жильем, там, еще какими-то условиями. Но чаще всего деньги они получали, а вот условия оставались желать лучшего, да, то есть там местные люди помогали обустраиваться, они сами какими-то тяжелыми, скажем, способами, да, но зарабатывали себе на жилье, там еще что-то, в общем, как-то так вот. И, конечно же, в отношении уйгуров советская власть поступила снова, скажем так, подло, да. Почему? Потому что уйгуры проживали уже в то время в уйгурском, панфиловском, чиликском, инобекши-казахском, талгатском районе. То есть были эти села, были эти колхозы. То есть можно было этих специалистов направить туда. То есть из Китая же приходили люди достаточно образованные, очень многие, с высшим образованием. То есть были учителя, которые могли пойти в уйгурские школы преподавать. Были ученые, которых можно было направить в различные какие-то институты, учреждения. Были писатели, были журналисты. То есть люди, скажем так, из различных сфер, и, в общем-то, которые занимали не последние места в Восточном Туркестане, но их всех направили, раскидали по разным местам. И, как вы понимаете, человек оторванный, оказавшись в чужой языковой среде, он не может применять свои знания. Он не может. То есть уйгурский язык был не востребован, он не мог говорить ни на уйгурском, даже если он китайским владел, ни на китайском. Он должен был знать русский язык. Русского языка они не знали. И, соответственно, куда они шли? Они вынуждены были устраиваться на подсобные работы. Хотя можно было бы, скажем, поднять культурно, образовательный уровень можно было у уйгуров в Советском Союзе поднять за счет вот этих специалистов. Но, как вы понимаете, авторитарной власти это не нужно. Они не хотели усиливать уйгуров. Им уйгуры нужны были просто как земледельцы, да, по большому счету. Вот, ну, с небольшим количеством интеллигенции. Вот. Так что вот таким образом. Поэтому, когда говорят, что вот уйгуры переселились, это было выгодно и Советскому Союзу, потому что в то время после войны была нехватка рабочих рук, и это было нужно, да, то есть где-то восполнять вот эти ниши, да, свободные ниши. Вот. Ну и Китай освобождался от уйгуров. То есть вот здесь они как два государства спелись, по большому счету. Вот. Поэтому Китай получил свою выгоду и в дальнейшем усилил проведение ассимиляции уйгуров в Восточном Туркестане. И на местах, где уйгуры освободили, уехали, на их места уже поехали китайцы. И причем ну, в немалом количестве. Вот. Ну, на сегодня я закончу. В следующий раз мы продолжим разговор о том, как уйгуры из Восточного Туркестана вынуждены были выживать в Советском Союзе. Всего доброго.